8 утра, еще час до открытия отделения, а здесь уже собралось порядка 20 человек. Кто-то свою очередь ожидает в машине. 7:30 уже. Уже пришли? Да, 7:30 здесь были. И вот под дождем стоите? Куда деваться? Исмагил Хайруддинов пришел вместе с супругой подать документы на получение загранпаспорта. Собираются поехать в гости к родственникам в Ташкент. Рассказывает, слышал про очереди, поэтому пришел задолго до открытия. Говорят, что 20 талонов дают. Вот. По слухам, 20 талонов. Вообще первый раз видеть, да? Вы знали, что очередь есть? Да, знали, что Поэтому очередь. рано. Да, поэтому рано пришли. Денис Жабин не смог получить талон накануне. Сегодня пришел снова. Вчера пришли, талончиков уже не было, мы поздно пришли. И решили вот пораньше прийти. А во сколько вчера приходили? Часов в 11. Уже талончиков не было. Ну, до этого приходил просто, думал, очереди нет. Просто пришел, зашел, а уже талонов не было. Второй раз пораньше пришел уже. Тоже так же здесь вообще больше было народу, еще больше. А сегодня в третий раз и уж под дождем, согласны с ним? Да. Ну, неприятно, конечно. Надо что-то делать. Какую-то систему выработать. В 9 часов отдел открылся. Люди начали брать талоны. Сабина Нургалиева, говорит, успела взять один из последних. Она подавала документы в МФЦ. Сюда пришла получить загранпаспорт. Я пришла в 10 часов утра, и я была одной из последних, на ком закончились талоны. И люди тут еще рассказывали, что вчера пришли в 12, а работают они до 6 вечера, и талоны закончились. Мы не понимаем, почему нету дополнительных окошек. Нам всем приходится ждать, и некоторым просто так. Жалуются жители на многочасовые очереди и в соцсетях. Они стоят за талонами, которые в ограниченном количестве. Тоже стояла там и ждала, как в лотерею, достанется талон или нет. Я там получала в прошлом году, прокляла все на свете. Очередь двигается катастрофически медленно. В итоге провела там 2,5 часа, чтобы просто получить паспорт. Я провела там 5 часов в очереди. Это просто тихий ужас. У меня на госуслугах не давало выбрать ничего, кроме Чехова. На мое время через госуслуги записали еще 2 человек. Бардак, одним словом. В отделе по вопросам миграции управления МВД России по Казани рассказали, такие очереди бывают только летом. Это желающие получить загранпаспорт старого образца. Талонов ограниченное количество, поэтому есть те, кто приходит по записи через госуслуги. Очереди могу объяснить летним сезоном, сезоном отпусков. То есть основной наплыв у нас у граждан, то есть возникает необходимость по отъезду, и они идут оформлять. Количество граждан увеличилось. Скажем так, ресурсы подразделения, то есть штатная численность, не предусмотрена под значительным увеличением. К тому же загранпаспорт старого образца можно получить только в 2 отделениях. Здесь на Чехова и на Михаила Миля. За счет того, что здесь 2 только на миллионный город, соответственно, здесь наплыв больше граждан. Плюс еще по старой памяти наше подразделение выбирает, так как здесь раньше республиканское подразделение находилось, сюда идут многие граждане, проживающие и зарегистрированные в Пестричинском районе, Лаишский район. В отделе напоминают, оформить загранпаспорт старого образца на 5 лет можно во всех многофункциональных центрах Казани, без посещения отдела по вопросам миграции. В прошлом году после пожара в доме на Чехова здесь сделали ремонт, и теперь подать документы на загранпаспорт нового образца на 10 лет можно со входа на Груздево. Здесь очередей мы не увидели. За документом на 10 лет можно обратиться в 5 отделов МВД. Вероника Гайнудинова, Игорь Романов, ТНВ, Казань.